Далее эфир продолжим обзорами экономических, спортивных событий и чрезвычайных происшествий. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сегодня на отметке в 73 рубля и 31 копейку, а евро 88 рублей и 97 копеек. Выгоднее всего американскую валюту в Якутске покупает Солидбанк за 73 рубля ровно и продает Россельхоз за 73,68. Самый выгодный курс евро также у Россельхоза и покупает за 88 рублей 47 копеек, а продает за 89 рублей и 36 копеек. Россиянам хотят объяснить причины отказов банков. Правительство поддержало идею обязать кредитные организации отчитываться, почему они не дали клиентам кредитные каникулы. Благодаря новшеству у людей появится возможность отреагировать, если заявку отклонили неправомерно, а у государства скорректировать регулирование. Напомним, что по закону человек, который взял кредит, обеспеченный ипотекой, а потом оказался в тяжелой жизненной ситуации, может обратиться в банк, чтобы ему приостановили или уменьшили платежи. Суммарная задолженность по зарплате в России за январь увеличилась более чем на 240 миллионов рублей, или на 15%. 1 февраля она составила почти 1 миллиард 900 миллионов рублей. Об этом сообщил Росстат. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом. Обрабатывающее производство 36%, строительство 21%, добыча полезных ископаемых 17,5%, сельское хозяйство, охота, лесозаготовки 8% и транспорт 6%. Роснедра проведет аукцион на право пользования крупным месторождением золота в Верхоянском районе Якутии. Сообщается, что предварительно претендентами на участие в аукционе являются компании «Полиметалл», «Сунский карьер», а также ПАО «Высочайший» и «Атом Редмедзолото», которые планируют создать совместное предприятие. Аукцион запланирован на вторую половину 2021 года. Золоторудное месторождение расположено на севере Верхоянского района в пределах Куларского золотоносного района, в 40 километрах от поселка Усть-Куйга. Оно является вторым по величине в Якутии после Нежданинского, превосходя его почти в 2 раза по содержанию золота. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложение о реализации льготных ипотечных программ на 2021-2024 годы. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, приветствую. В чем причина продления этой программы? Ведь ранее заявлялось, что она продлена до 1 июля этого года. Василий, приветствую. Но если посмотреть на предварительные результаты реализации программы льготной ипотеки, то можно с уверенностью сказать, что одной из причин ее продления стало то, что программа серьезно поддержала строительную отрасль во время пандемии, и порядка 350 тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия, купив квартиры на первичном рынке. Это обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложение о реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Также правительство рассмотрит вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в графики по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых, начала работать в апреле во время первой волны пандемии COVID-19 по предложению президента. Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 6 миллионов рублей. Программа должна была действовать до ноября прошлого года, позже ее продлили до 1 июля текущего. В конце января Путин заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тысячам семей купить жилье на первичном рынке. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами. Тем не менее, существует ряд вопросов, которые перед принятием самого закона нужно уточнить. Так, отмечается, что нужно разобраться с отсутствием понятия «цифровая валюта» в Гражданском кодексе. Пока не существует четкого определения, невозможно создавать законы, направленные на контроль процессов с криптовалютой. Законопроект учитывает тот факт, что цифровая валюта не подлежит амортизации, а операции, связанные с ее использованием, не облагаются налогами. Планируется, что ко второму чтению комитет уточнит, относятся ли к таким операциям организация выпуска и обращение в стране цифровой валюты.
Пенсионный фонд России должен до конца 2021 года создать сервис, который автоматически назначает россиянам пенсии без подачи заявления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, Пенсионный фонд России должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для российских граждан. Министр добавил, что россиянам, которые не достигли пенсионного возраста, нужно дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на которые они могут рассчитывать. Правительство России подготовило новый пакет поддержки бизнеса, основной целью которого станет сохранение и рост занятости. В первую очередь власти собрались перезапустить программу кредитования малого и среднего и крупного бизнеса, в рамках которого предполагались займы на выплату зарплаты сотрудникам почти по нулевой ставке. Так, помочь малому и среднему бизнесу должны льготные кредиты, которые банкам компенсируют за счет субсидий из бюджета. Условием для их получения станет рост численности персонала на 10% минимум. Также компаниям из наиболее пострадавших отраслей могут списать задолженность по налогам и страховым взносам. Вероятно, это коснется туристической и гостиничной индустрии, общественного питания и организации культурных мероприятий. Для снижения налогов на имущество физических и юридических лиц предложено зафиксировать кадастровую стоимость офисов, торговых объектов и точек общественного питания. Отмечается, что список мер не окончательный. Его могут как расширить, так и сократить. В 2020 году Россия вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса, отмечают эксперты. Согласно прогнозам, этот рынок будет увеличиваться на 20% ежегодно и к 2025 году составит 102 миллиарда долларов. В 2020 году на фрилансе были заняты примерно 14 миллионов россиян, что почти в 5 раз больше, чем всего 7 лет назад. Средний заработок вольнонаемного работника составил около 30 тысяч рублей в месяц. Однако почти каждый пятый зарабатывал от 30 до 60 тысяч, а каждый седьмой до 100 тысяч рублей в месяц. Преимущественно на удаленных проектах работает молодежь от 18 до 34 лет. Россиян старшего возраста такая занятость привлекает меньше. Чаще всего услуги фрилансеров востребованы в таких сферах деятельности, как дизайн, программирование, переводы, финансы и управление, а также продажи, клиентская поддержка, проектирование. К этому часу у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, ну а я передаю слово тебе. Да, Иван, спасибо. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Ну а у нас на связи Нерюнгри, эпидобстановка. Там в Нерюнгринском районе остается относительно стабильная заболеваемость как коронавирусом, так и острыми респираторными заболеваниями не превышает эпидпорогов. О том, какие меры по профилактике остаются обязательными, расскажет Ирина Кичигина. Ирина, здравствуй. Как нерюнгринцы защищаются от инфекций? Здравствуйте, Василий. Оперштаб Нерюнгринского района подтверждает, что несмотря на стабильную эпидобстановку в Нерюнгре, меры по распространению новой коронавирусной инфекции, а также недопущению роста респираторных заболеваний остаются прежними. Это масочный режим, это соблюдение дистанцирования, это режим проветривания, режим дезинфекции, а также недопущение массовых мероприятий. Еще одной важной мерой по борьбе с новой коронавирусной инфекцией остается вакцинирование. Об этом нам подробнее расскажет главный санитарный врач Нерюнгринского района Сергей Воробьев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что касается вакцинации на территории Нерюнгринского района, то она проводится в рамках всеобщей всероссийской вакцинации против новой коронавирусной инфекции. И используется в основном вакцина, которая уже прошла все испытательные процедуры и зарегистрирована официально. Это вакцина «Спутник Ви», небезызвестная. И она как раз и нацелена на то, чтобы охватить вакцинацией основную массу населения, не менее 60% от общей численности населения района, для того, чтобы обеспечить качественную, эффективную иммунную прослойку и не допустить дальнейшее и рост заболеваемости, и распространения данной инфекции среди населения. Значит, в общем, на территорию района пришло 1050 доз данной вакцины, и она уже давно использована, еще на прошлой неделе. Полностью закончена вакцинация по первой вакцине.
Второй компонент сейчас начинает использоваться для вакцинации, и после 21 дня после получения второго компонента люди уже будут иммунизированы и иметь достаточно эффективный иммунитет против новой коронавирусной инфекции. Вакцина будет поступать на территорию района так сказать, по мере поступления ее в республику, и пока еще небольшими траншами, партиями. И вакцинироваться будут в первую очередь, конечно, граждане, которые относятся к группам риска. Это люди, работающие на социально важных объектах и имеющие высокий риск заболевания данной инфекцией. Это в первую очередь работники сферы здравоохранения, образовательной сферы, работники сферы социального обслуживания населения с постоянным пребыванием граждан в этих объектах. Ну и, естественно, те граждане, которые самостоятельно записываются, то есть саможелающие на вакцинацию, в том числе и граждане старше 65 лет. Запись проводится по телефону колл-центра Нерюнгринской ЦРБ 591 33. И по мере поступления вакцины люди будут записываться и, соответственно, проходить, получать вакцинацию. Спасибо, Сергей. Тем не менее, нас радует, что все-таки эпидобстановка налаживается и потихоньку меры снимаются. Будьте здоровы! Василий? Об эпидобстановке в Нерюнгринском районе рассказала моя коллега Ирина Кичигина. Ирина, спасибо. Несмотря на положительную динамику по снижению заболеваемости коронавирусной инфекции, отделения реанимации работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно врачи-реаниматологи борются за жизнь пациентов в красной зоне. Они также надеются, что уже к весне переболевшие и те, кто получит вакцину от COVID-19, сформируют иммунную прослойку, и тогда вирус отступит. С буднями врача-реаниматолога ознакомилась Полина Долинская. Заведующая отделением пульмонологии Якутской республиканской клинической больницы Татьяна Барашкова в половине 8 утра уже на рабочем месте. Когда закончится ее рабочий день, она и сама не знает. На ее попечении пациенты, которые имеют не только ковидную пневмонию, но и сердечно-сосудистые заболевания. Каждого нужно осмотреть, понять, помогает ли лечение, сделать новое назначение. Анализом вроде воспаления крови нет, и тоже нет. КРБ 27. Количество тяжелых пациентов у нас не снижается. То есть реанимационное отделение у нас не разгружается. Пациенты к нам поступают, с поликлиник города Якутска, также с инфекционных стационаров. И с улусов очень тяжелые пациенты переводятся по санрейсу. Каждую неделю у нас до 10 больных переводятся именно с улусов нашей республики. Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекции, отделение реанимации работает в режиме повышенной готовности. Здесь находятся пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке и аппаратном дыхании. Реанимация работает, очень напряженно, потому что очень тяжелые больные поступают. Все КТ-4, 3, а за ними только нужен уход и глаз. И каждый раз менять лечение. Если мы пропустим какое-то время, это плоховато. Поэтому они не отходят. Все врачи находятся все время там. Сергей Александрович был доставлен в отделение реанимации специальным рейсом из Батагая в тяжелом состоянии. Поражение легких составляло около 80%. Доктора практически боролись за его жизнь. И спустя 18 дней болезнь отступила. Еще мне нужно проходить реабилитацию, дальше лечиться. Вот жду выписки. А на выписку вас когда готовят? Сегодня. Сегодня у меня выписывают, и там все будет сказано, какие еще лекарства мне пить и как дальше. Врачи надеются, что весной в инфекционных госпиталях станет меньше работы. К тому времени переболевшие и те, кто получил вакцину от COVID-19, должны сформировать иммунную прослойку. И тогда вирус отступит. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск.
С нами снова связались корреспонденты с районов республики. На этот раз на связи Ленск. Там несколько лет в рамках программы продолжается освещение улиц. В частности, замена светильников на новые светодиодные. Работа в стадии завершения. Также проведена большая работа по реконструкции линии электропередач уличного освещения. Сейчас на связи из Ленска Светлана Балеева. Светлана, здравствуй. Какие улицы обеспечат современным уличным освещением в ближайшее время? Здравствуйте, Василий. Последние несколько лет городская администрация уделяет огромное внимание освещению Ленска. Уже заменены все светильники на светодиодные. Произведена реконструкция электросетей. Установлено более 1500 опор и 1000 светильников. Буквально на днях подрядчики приступят к освещению еще нескольких улиц частного сектора. А главной причиной перехода на светодиодное освещение является впечатляющая мощность, большая мощность и впечатляющее энергосбережение, которое, надо сказать, что городская казна уже на себе ощутила. Более подробно о тех работах, которые были проведены и запланированы на ближайшее время, нам расскажет глава города Александр Харунов. Здравствуйте, Александр Александрович. Расскажите, пожалуйста, какие работы были проведены и запланированы на ближайшее время? Ну, как вы правильно сказали, да, в 2012 году, когда я приступил к исполнению обязанностей, мы за уличное освещение оплачивали в год порядка 7 миллионов рублей. Ну, вот за то время, что я являюсь главой, на тот момент было освещено порядка 27 улиц, протяженность составляла порядка 40 километров. Вот на сегодняшний день мы осветили порядка 80 улиц, и в километраже, если брать, это будет 72 километра сетей сегодня у нас освещено, да, в городе. Но вот экономия на сегодняшний день, мы по году платим порядка 4 миллионов. Это с учетом того, что мы практически в 2 раза увеличили протяженность уличного освещения. То есть экономия на лицо. То есть мы платили 7 миллионов, сегодня платим 3 миллиона. Вот в прошлом году мы осветили улицу Объездную, но это самая у нас загруженная улица, да, учитывая то, что по ней передвигается грузовой автотранспорт. Осветили улицу Центральную, это вот микрорайон Ханедах, потому что было очень много жалоб. Осветили улицу Интернациональную, ну и провели большую реконструкцию набережной, учитывая то, что у нас это самая посещаемая улица, да, в любое время года. В этом году мы уже осветили, да, частный сектор, это улица Комсомольская, это микрорайон ЮКОС, и улица Дружбы, это где у нас находится школа 8-го вида. Но это все делается для того, чтобы людям было удобно передвигаться. В этом году мы планируем провести реконструкцию еще и восстановить уличное освещение по частному сектору. В частности, это улицы Таежная, Меринская, Сунтатарская. Там, где у нас освещение было, но, скажем, в силу всяких обстоятельств, оно сегодня не работает. Ну и планируем зайти уже в частный сектор более плотно и осветить те улицы, которые мы по плану запланировали на этот год. С каждым годом наш город становится все более благоустроенным, и это, конечно же, не может не радовать всех жителей Ленска. Василий? На прямой связи из Ленска была моя коллега Светлана Балеева, которая рассказала об обеспечении города уличным освещением. Светлана, спасибо. Далее узнаем о событиях за пределами страны. Мировые новости далее в эфире. В Новой Зеландии обнаружены 3 новых случая коронавируса. Исследования подтвердили, что это так называемый британский штамм. В Окленде на 3 дня усилены меры безопасности, рассказывает Артем Сторонов. В крупнейшем городе Новой Зеландии, Окленде, впервые за последние полгода усилены антикоронавирусные ограничения. Это связано с выявлением 3 новых случаев заражения COVID-19. Вирус подтвердился у пары местных жителей и их дочери. Они находятся в больнице в карантине. У 4-го члена семьи результат отрицательный, однако ему строго запрещено покидать свой дом. Вчера вечером мы получили из лаборатории результаты секвенирования генома. Теперь можно сказать, что решение о введении карантина было правильным, поскольку это британский штамм, считающийся более заразным. Также выяснилось, что его генетическая информация не совпадает с данными людей, прошедших по прилету через наши изоляторы. До окончания среды жителям Окленда запрещено собираться вне дома, за исключением свадеб и похорон с числом посетителей до 10 человек. Школы продолжат работать для ограниченного числа детей.
На всей остальной территории Новой Зеландии запрещено собираться группами более 100 человек, в том числе в кафе и ресторанах. За это время власти хотят выяснить, как вирус попал в страну. Мы уже начали работу по сличению образцов на международном уровне. Мы связались с авиакомпаниями, чтобы выяснить, нет ли совпадений среди членов их экипажей. Также мы обратились к зарубежным партнерам, чтобы узнать, не проходил ли кто-либо с похожим штаммом через их изоляторы, например, в Австралии. В понедельник власти Новой Зеландии сообщили, что новых случаев пока не обнаружено. В следующую субботу в стране с населением 5 миллионов человек начнется вакцинация препаратом от Pfizer. Гарри и Меган ждут второго ребенка. Представитель королевской четы сообщил, что пара вне себя от радости. С подробностями Анастасия Дмитриева. Подарок ко Дню Святого Валентина преподнесли миру принц Гарри и его жена Меган, сообщив, что ждут второго ребенка. Выбрав эту дату, они в том числе почтили память Дианы Спенсер, которая 37 лет назад в тот же день сообщила о своей второй беременности. Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские вне себя от радости, сказал пресс-секретарь королевской четы. Представитель Букингемского дворца в воскресенье заявил, что королева Елизавета II, ее муж принц Филипп, принц Чарльз и вся семья были в восторге от этой новости. В прошлом году Меган рассказала, что в июле у нее случился выкидыш. 36-летний Гарри и 39-летняя Меган отошли от королевских обязанностей в прошлом году и переехали со своим сыном в Южную Калифорнию. 6 мая их первенцу исполнится 2 года. В США пара продолжила свою благотворительную деятельность и подписала телевизионные и другие медиаконтракты, запустив дебютный подкаст в декабре. После свадьбы в 2018 году отношения королевской четы с британской прессой быстро испортились. Супруги возбудили судебные дела против нескольких газет. На прошлой неделе Меган выиграла иск о конфиденциальности против таблоида Mail on Sunday, который опубликовал выдержки из письма дочери к отцу. 1 февраля ее муж выиграл дело против того же издания, добившись опровержения информации и выплаты компенсации за моральный ущерб. Гарри возмутили статьи, в которых журналисты утверждали, что принц якобы отвернулся от британских вооруженных сил после того, как отказался от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Чешские скалолазы нашли новое применение своим навыкам и сноровке. Они взбираются по вертикальной ледяной стене, которую сами же и наморозили в заповеднике Варска скала, рассказывает Сергей Берец. Ледяная стена стала тренажером под открытым небом для чешских любителей скалолазания, который они соорудили собственноручно. Пользуясь морозами, альпинисты поливают водой скалу в заповеднике, расположенном неподалеку от деревни Вир, а затем карабкаются по ней с помощью специального снаряжения. Одно из профессиональных правил совпадает с тем, что введено в связи с пандемией коронавируса – безопасное расстояние между участниками восхождения, говорит инструктор Славик Матушка. Соблюдение дистанции – естественное дело здесь, на стене. Никаких новшеств мы не вводили. Люди могут скончаться от коронавируса, но мы не хотим, чтобы кто-то умер, сорвавшись со скалы. В том, что нет худа без добра, убедился Матей Молчар. Благодаря пандемии коронавируса многие люди открыли для себя этот вид спорта. Одновременно на стене и поблизости от нее могут находиться не более 20 человек. Прогноз погоды на ближайшие дни таков, что условия для скалолазания по ледяной стене будут вполне подходящими. Экологи отмечают рост популяции тюленей на северном побережье Франции. Поголовье этих животных увеличивается благодаря охранному статусу. Лежбища тюленей стали обычным явлением на североморском побережье Франции, в том числе неподалеку от городка Марк и порта Кале. Они почти исчезли в 70-х годах прошлого века, когда их истребляли рыбаки, видевшие в морских млекопитающих конкурентов. В следующем десятилетии власти взяли животных под охрану, а естественных врагов у них нет. Жером Гресье – любитель природы и волонтер Лиги охраны животных. Он рассказывает, что когда прилив невысокий, ластоногие любят поваляться на песке, отдохнуть, нагулять жир и подготовиться к подводной охоте. Гресье наблюдает за тюленями, чтобы вовремя заметить травмированных зверей или детенышей, брошенных матерями. Такие поступают на попечение сотрудников приюта, расположенного в Кале.
По словам управляющей Кристель Грисье, когда потомство достигает возраста примерно 3 недель, самки начинают передавать ему навыки охоты. Тех, кто недостаточно быстро учится, часто бросают на произвол судьбы. Тогда вмешиваются люди, выхаживают и лечат сирот. По данным экологов, за последние 3 десятилетия поголовье серых тюленей выросло на севере Франции более чем на 14%, длинномордых – на 20%. Возвращаемся к новостям нашего региона. У якутских ископаемых будут брать пробы для исследования вирусов. Займется уникальной работой старший научный сотрудник Новосибирского центра вирусологии «Вектор» Олеся Хлопкова. Исследования стали возможными благодаря сотрудничеству Северо-Восточного федерального университета, Центра «Вектор», а также Музея Мамонта. Ульяна Шагина сейчас находится на месте событий, наблюдает за работой ученых. Ульяна, каким образом будет осуществляться эта работа? Добрый день, Василий. Мы сейчас находимся в музее Мамонта. Напомню, что это совместная работа Центра вирусологии, это Новосибирский центр, а также Северо-Восточного федерального университета. И в рамках этого договора мы сегодня находимся в музее Мамонта, где сейчас будут проходить первый этап исследований на отбор проб у древних животных. Напомню, что в музее Мамонта всего таких древних ископаемых около 20 разных видов. Это лошади, зайцеобразные, лось, ну и, конечно же, мамонты. Да? Рядом со мной сейчас находится заведующий музеем Мамонта Максим Юрьевич. Добрый день. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, первый экспонат — это у нас лошадь, да, у которого будут отобраны пробы. Расскажите, что это за лошадь, когда она была найдена? Да, в рамках совместного проекта по изучению палеовирусов мы начали отбор проб у древних животных, и первым объектом является ленская лошадь. Обнаружена в 2009 году в Верхоянском районе на местонахождении Батагайка. Абсолютный возраст находки 4450 лет. И ценность этой находки для науки заключается в том, что был расшифрован полный ядерный геном, и благодаря этой находке удалось узнать историю происхождения современной якутской лошади. Были проведены бактериологические исследования, и вот мы надеемся, что из образцов этой лошади нам удастся обнаружить и палеовирус. Спасибо большое. Ну, я отмечу, что мы находимся в таком вот закрытом помещении. Это вот научные сотрудники попросили, чтобы здесь максимально все было закрыто. И только вот благодаря им нам удалось, нашему телеканалу, пробиться, можно сказать, да, в работу научных сотрудников. Поэтому работаем очень быстро, максимально быстро и комфортно для вот работников лаборатории, можно сказать. И рядом со мной сейчас находится Олеся Викторовна, она у нас главный герой сегодняшнего мероприятия. Но вот вы сказали, что это очень важные такие исследования, да? В рамках чего и какие итоги могут быть? Но мы надеемся, что посредством этого забора проб мы сможем установить все разнообразие микроорганизмов, которые могут быть в мягких тканях этих объектов исследований. И таким образом мы бы смогли, если нам повезет, найти палеовирусы и таким образом установить эволюцию вирусов и получить уникальные исследования и уникальные результаты, и таким образом внести значительный вклад в развитие вирусологии как науки. Ну вот мы видели до эфира, что отбор проб, как он берется? Специальной дрелью, да, какой-то? Да, то есть мы делаем отверстие, с помощью которого мы как раз извлекаем эти остатки мягких тканей, потом их помещаем в специальную транспортную среду для того, чтобы довести до Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Наукограде Кольцово, и для того, чтобы мы могли сохранить все материалы, которые там в этой пробе есть, и наиболее успешно произвести выделение нуклеиновых кислот и потом произвести секвенирование. Но я скажу, что пока что результаты неизвестны, и когда они будут известны, тоже, наверное, да? Мы планируем в течение месяца уже получить первые результаты, но мы очень оптимистично настроены, потому что мы считаем, что эти объекты, которые были найдены в вечной мерзлоте, они представляют уникальное вообще исследование, уникальный опыт, и я предполагаю, что все-таки мы сможем найти, ну, конечно же, может быть, не все, что бы нам хотелось, но все-таки что-то очень интересное там таится. Ну, работа продолжается, мы пока находимся с научными сотрудниками, скоро здесь еще вынесут еще и мамонта, да? Так что будем ждать, у меня пока все, передаю слово коллегам.
О заборе проб для исследования вирусов у якутских ископаемых узнала и поделилась подробностями Ульяна Шагина. Ульяна, спасибо. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в российское законодательство понятия «уголовный проступок». Им не будут признавать деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность, если лицо уже понесло административное наказание за аналогичные действия, совершенные ранее. Кроме того, к этой категории предполагают не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы, а также некоторые иные деяния. Авторы законопроекта исходят из того, что уголовный проступок, с одной стороны, содержит в себе признаки преступления, в том числе является общественно опасным, а с другой стороны, отличается тем, что его опасность для общества является минимальной, равно как и опасность лица его совершившего, что позволяет применить к нему иные меры уголовно-правового характера. Учащийся 10 класса ударил преподавателя в лицо в Абыйском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. Инцидент произошел в Урасалахской средней школе. 30-летний учитель обратилась в больницу с подозрением на перелом носа. Подробности знает Дмитрий Тымыров. Дмитрий, что этому поспособствовало и какие меры приняты в отношении подростка? Василий, здравствуй. Да, сейчас полицией района проводится проверка по данному факту. В отношении родителей составлены административные протоколы о ненадлежащем воспитании своего ребенка. Что касается самого подростка, то он ранее не состоял на учете в ПДН. Что касается потерпевшей, то ею является 30-летняя многодетная мама, которая работает в данной школе учителем русского языка и литературы. И еще раз напоминаю, что следствие проводит проверку. На этом у меня все. Ну а мы продолжаем. Сейчас рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии Дмитрий Тымыров. Здравствуйте. Оперативниками отдела полиции номер 3 города Якутска раскрыто разбойное нападение, сообщается на сайте регионального МВД. Так, в дежурную часть отдела полиции поступила информация из медицинского учреждения о том, что в больницу обратился мужчина. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что он работает охранником в одной из организаций города, и во время его дежурства было совершено на него разбойное нападение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела разбойных нападений по подозрению в совершении преступления установлен ранее судимый за разбой 36-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник заранее запланировал похитить с участка данной организации цветной металл для дальнейшего сбыта. В вечернее время он направился реализовать задуманное, однако не учел, что территория охраняется. Злоумышленника заметил охранник и попытался его остановить, но получил от злоумышленника удар по лицу металлическим прутом, после чего скрылся с похищенным. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В Тампонском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице. Так установлено, что местный житель был поставлен на учет в качестве безработного, в дальнейшем трудоустроиться в бюджетную организацию. Однако о данном факте в органы занятости не сообщил, продолжая незаконно получать пособие по безработице. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении пособий путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. В настоящее время расследование по делу завершено прокурором, утвержден обвинительный акт, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Верхнеколымского района через суд обязала провести профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних. Установлено, что профилактические медицинские осмотры в отношении детей, в том числе и проживающих в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, в селе Утая и в селе Нелемное, проведены ненадлежащим образом, без обследования детей рядом узких специалистов. Также установлено, что диспансеризация 15 детей-сирот не проводилась. Прокуратура района обратилась в связи с этим в суд о возложении на учреждение здравоохранения обязанности устранить допущенные нарушения путем организации и проведения профилактических медицинских осмотров детей. Решением Верхнеколымского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжалован сторонами, передает пресс-служба прокуратуры региона.
В городе Томмот арестован подозреваемый в совершении грабежа. Томмотскими полицейскими задержан ранее судимый 22-летний местный житель, который преследовал 34-летнего земляка. Последний обратился в отдел полиции после того, как лишился золотого перстня стоимостью около 25 тысяч рублей. В ходе процессуальной проверки установлено, что между заявителем и задержанным возник конфликт. Обладая большими физическими возможностями и вследствие криминального прошлого, 22-летний мужчина потребовал у оппонента деньги как компенсацию за грубый разговор. Испугавшись за свое здоровье, 34-летний житель города Томмот отдал злоумышленнику свою банковскую карту с пин-кодом, сообщив, что на счету находится 300 тысяч рублей. Не обнаружив на карте указанной суммы, злоумышленник вновь наведался к потерпевшему, где под давлением взял у потерпевшего золотой перстень. Позже злоумышленник пытался безуспешно сбыть похищенный перстень, а затем избавился от него, выбросив в сугроб. Однако это не помогло ему обойти закон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А теперь к происшествиям из-за предела региона. Так, в Москве продолжается устранение последствий обрушения строительных лесов. Сотрудники МЧС совместно с работниками строительной организации ведут работу по разбору завалов на месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы. Обрушение произошло у пятиэтажного административного здания, находящегося на реконструкции. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП называют большое скопление снега. В результате происшествия пострадал один человек, он был госпитализирован. Движение по Лубянскому проезду и на близлежащих улицах частично перекрыто. А в Петербурге задержан похититель черепов из Зоологического института Российской академии наук. Им оказался работник института. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России в понедельник. По версии следствия, с августа 2020 года по январь 2021 года мужчина украл из лаборатории института 50 черепов древних и экзотических животных, общая стоимость которых составила 3,5 миллиона рублей. Задержанный был ранее судим и работал в институте плотником. Он признался в содеянном и рассказал, что продавал присвоенные экспонаты в сети по цене от 2 до 5 тысяч рублей. Большую часть похищенного полицейские изъяли у одного из покупателей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». За что задержаны? За кражу. Что украли? Черепа. Откуда? С Зоологического института. Как у вас получилось украсть? Втихаря. Открыл отверткой, зашел, взял. Ранее были судимы? Да. По какой статье? 264 ДТП. Раскаиваетесь в содеянном? Полностью. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч. Василий, на этом у меня все. Да, Дмитрий, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий провел мой коллега Дмитрий Тымыров. Ну а мы переходим к новостям спорта. Республиканский турнир по волейболу прошел в Ленске. Без церемонии открытия, рукопожатия зрителей. Соревнования первые после ограничений из-за пандемии. Но для самих спортсменов главное вернуться на игровое поле. Юлия Золотарева наблюдала за ходом поединков. Первая подача и счет пошел. В зале спортивного комплекса «Олимп» соревнования не проводили с апреля прошлого года. Благо, пандемия пошла на спад. Отменять республиканский турнир по волейболу памяти первого главы Ленского района Владимира Ягнышева не пришлось. Турнир Ягнышева – визитная карточка Ленского района. Соревнования собирали не только команды из разных районов, но и толпы зрителей. Сегодня же на трибунах практически пусто. Пандемия внесла свои коррективы. Но и это не огорчило спортсменов, ведь они снова вернулись на поле. Показать свое мастерство вышло 4 команды – Транснефть Восток, Мирный, Ленск и Алекминск. Обычно их вдвое больше. Играть после большого перерыва оказалось непросто. Теперь спортсмены восстанавливают свои силы, чтобы вернуться в привычный режим. Считай, больше полгода не играли, ни соревнований, ничего не было. Соскучились все. Все голодные до соревнований. Развивается только на соревнованиях, когда играют в атмосфере напряжения и интриги. После долгого отсутствия, как говорится, немножко тяжеловато, но вливаемся, как говорится, в ритм спортивный. Турнир по волейболу – первое спортивное мероприятие в районе после затянувшейся паузы. Пока главное условие для соревнований – отрицательный анализ на коронавирус.
Приезжающие команды нам показывают о том, что у них результат отрицательный, да, анализа. Потом в положении мы, и как и в анонсе, когда объявляли о соревнованиях, мы всех предупреждали, что мы проводим без зрителей. Требования еще у команд, если они выходят на приветствие, у них нету сегодня обычного приветствия. То есть они здороваются и расходятся с площадки и готовятся к выходу на игру. Дальнейшие спортивные мероприятия в Ленском районе пройдут также с ограничениями. К 8 марта проведут женскую спартакиаду, а сразу после нее республиканский турнир по баскетболу. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Россиянин Андрей Рублев выиграл у норвежца Каспера Руда в матче 4-го круга открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперник россиянина после второго сета отказался продолжить встречу по состоянию здоровья. Подробнее расскажет Власий Сергеев. Власий, кто будет соперником у Рублева далее в четвертьфинале? Василий, здравствуй. В следующем круге, то есть в четвертьфинале, Рублев сыграет со своим соотечественником Данилом Медведевым, который в своем матче 4-го круга обыграл американца Маккензи Макдональда. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии. В матче 4-го круга он встречался с Каспером Рудом. При счете 6-2, 7-6 в пользу россиянина норвежец отказался доигрывать матч по состоянию здоровья. В 1/4 финала Рублев сыграет с соотечественником Данилом Медведевым, который ранее в своей игре 4-го круга обыграл американца Маккензи Макдональда. Противостояние российских теннисистов состоится завтра. Выйдя в четвертьфинал Australian Open, Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии «Большого шлема». В данный момент он занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 7 титулов под эгидой данной организации. Казанский «Акбарс» одержал победу над рижским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе победителей дубль оформил Стефан Дакоста. По одной шайбе забросили Виктор Тихонов и Михаил Глухов. У хозяев льда отличились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Робертс Букартс. Казанские хоккеисты набрали 86 очков и обеспечили себе победу в дивизионе Харламова. Они лидируют в Восточной конференции. Ну а рижский клуб на Западе идет на последнем 11-м месте. В следующем матче «Акбарс» в гостях сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым, а «Динамо» на выезде сойдется с ярославским «Локомотивом». Обе игры пройдут 18 февраля. Этой ночью 2 матчами 1/8 финала стартует плей-офф футбольной лиги чемпионов. Испанская «Барселона» на своем поле примет французский ПСЖ. Каталонцы и парижане встретятся с друг другом в плей-офф в 5-й раз. Команды играли на этой же стадии 4 года назад. Тогда «Барселона» стала первым клубом в истории Еврокубков, который смог пройти соперника по сумме 2 матчей, проиграв первую встречу со счетом 0-4. Напомним, ответная игра тогда завершилась победой испанцев со счетом 6-1. Борьбу за путевки в четвертьфинал начнут немецкий Лейпциг и английский Ливерпуль. Команды из-за ограничений поездок между странами, связанных с коронавирусом, сыграют в Будапеште. Эта игра станет первой в их очном противостоянии. Но что касается ответных матчей, то они пройдут 10 марта. Венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Даляни Фан» Хосе Соломон Рандон на правах аренды перешел в московский ЦСКА. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона. Сообщается, что форвард уже присоединился к команде на сборах в Испании и провел первую тренировку. В прошедшем розыгрыше чемпионата Китая Рандон провел 16 матчей, в которых отметился 9 результативными ударами. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. На его счету 31 гол в 83 встречах. Напомним, Рандон имеет опыт выступления в российской премьер-лиге. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит». Мария Лосвицкене одержала победу в прыжках в высоту на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве. Она преодолела планку, установленную на высоте 1 метр 94 сантиметра. Уже в ранге победительницы Лосвицкене заявила о высоту 2 метра, однако не сумела ее взять. А второе место заняла Кристина Королева, третьей стала Мария Качанова. Для 28-летней Лосвицкене эта победа на зимнем чемпионате России стала 7-й в спортивной карьере.
Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 18 медалей чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Соревнования прошли в Улан-Удэ. Сборная республики под руководством главного тренера Александра Оконешникова и тренера-консультанта Хаджимурата Гацалова записала в свой актив 5 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых наград. Чемпионами турнира стали Уйгулан Иванов, Константин Капрынов, Герман Устинов, Нергун Сергин и Кузьма Сивцев. Добавим, что на этом старте якутяне завоевали 18 путевок на чемпионат России, который состоится в середине марта также в Улан-Удэ. На всероссийском ковре выступили якутские борцы греко-римского стиля. Сборная республики, состоящая из спортсменов не старше 21 года, завоевала 3 награды высшего достоинства первенства Дальневосточного федерального округа. Турнир прошел в городе Комсомольск-на-Амуре. На высшую ступень пьедестала взошли Родион Степанов, а также братья Владислав и Сергей Павловы. Отметим, что все 3 якутянина помимо медалей завоевали путевки на первенство России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Василий, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Да, Власий, благодарим. С победами и поражениями на спортивном поприще нас ознакомил мой коллега Власий Сергеев. Первый библиомобиль заработает в столице республики и его пригородах. Библиотека на колесах будет открытым, доступным пространством для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Более подробно о новом проекте расскажет наш корреспондент Агафья Гоголева. Она на прямой связи со студией. Агафья, здравствуй. Тебе слово. Какие жанры можно будет найти в мобильной библиотеке? Здравствуй, Василий. Сегодня у библиомобиля первый выезд. 200 книг сегодня отвезут по адресам. Это в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов и частные дома-пансионаты. Более подробно о данном проекте нам расскажет сотрудник Национальной библиотеки Якутии Галина Кутугутова. Галина, здравствуй. Пожалуйста, вам слово. Вообще идея создания библиомобиля пришла постепенно. В библиотеках традиционно существует такая услуга, как внестационарное обслуживание. А библиомобиль нам расширяет наши возможности по внестационарному обслуживанию, потому что запросы от населения поступали и поступают на постоянной основе. Вот такая у нас идея, что библиотека действительно станет без границ и без барьеров. А какое количество книг вместит библиомобиль? Мы используем микроавтобус, и багажник довольно большой, и будут размещены книги, а кроме того, сотрудники библиотеки в количестве 2-3 человек, которые будут осуществлять обслуживание библиотечное. Какие меры предосторожности вы приняли в связи с пандемией? Сейчас все книги, которые поступают к нам, они проходят такую карантинную зону. На несколько дней они помещаются в отдельную комнату, и только после этого можно их использовать дальше. То есть это немножко замедляет книгообмен, процесс книгообмена. И мы надеемся, что в будущем будет приобретен специальное оборудование, это дезинфектор для книг, что намного ускорит книгообмен и обезопасит нас. А в чем отличительные особенности библиотеки на колесах, можно так сказать? Библиотека на колесах, вообще у нас идея это не только доставка книг, по доставке вообще у нас большой опыт имеется. Наши библиоволонтеры, они участвовали и в акциях всероссийских по доставке продуктов пожилому населению. Сейчас мы работаем над тем, чтобы доставлять книги. И в рамках всероссийской акции Дня книгодарения мы собрали около 200 книг и доставим их сегодня в пансионаты. Передача будет проходить бесконтактным способом. Все наши волонтеры, они будут в перчатках, масках. И особенность библиомобиля в том, что будет разработан в будущем определенный маршрут, и этот микроавтобус, этот библиомобиль будет ездить по всем районам нашего города. Скажите, пожалуйста, проект будет постоянным или будут какие-то перерывы, может быть? Конечно же, мы планируем, что это будет наш постоянный долгосрочный проект, потому что запрос от населения огромный. Есть не только люди маломобильные, но есть те, которые в нашу библиотеку физически иногда не могут доехать, живут в отдаленных районах, кварталах. И мы думаем, что наш библиомобиль станет таким импульсом для других библиотек республиканских, чтобы как-то подключиться к такому движению. А какие будут услуги предоставлять?
Помимо выдачи книг, абонентского обслуживания, мы планируем, что каждый человек может зарегистрироваться на месте в библиотеку, получить доступ к электронным ресурсам. И не всегда по телефону люди понимают, как зарегистрироваться, например, в электронную библиотеку или попасть в Литрес, бесплатно получить книги. А тут на местах уже наши специалисты будут рассказывать, показывать и все объяснять. Вот. Ну и, пожалуйста, поделитесь, какие дальнейшие планы вы видите в данном проекте, перспективы развития. Да, помимо того, что мы сейчас доставляем книги в дома престарелых и инвалидов, мы также планируем, и внедрение этих маршрутов по городу, да, мы также планируем, что все наши акции, это будет заметная такая машина, да, которая будет курсировать по городу, это уже реклама для библиотеки и библиотечных услуг. И мы думаем, что развитие у проекта большое, потому что сейчас не каждый сможет прийти в национальную библиотеку, тем более сейчас, пока действуют ограничительные мероприятия. Мы думаем, что Библиомобиль как раз-таки увеличит количество наших пользователей, увеличит количество выданных книг. И мне кажется, Якутия самый читающий регион России, и мне кажется, спрос будет. Галина, и последний вопрос. Сегодня первый выезд у Библиомобиля. Какую литературу вы везете? Мы всегда учитываем желания, запросы, интерес тех, кто получит эти книги. Сегодня у нас выезд именно в дома пожилых и инвалидов, маломобильных граждан. И там есть библиотеки в каждом учреждении, но всегда же есть запрос к новой литературе. И поэтому мы учитываем их интересы. Например, они любят читать журналы. Мы собрали новые журналы. Кроме того, книги, художественную литературу на русском и якутском языках, потому что художественная литература всегда пользуется большим спросом. И вот так вот. Более подробную информацию об услугах Библиомобиля можно узнать на официальном сайте Национальной библиотеки Республики и по номеру колл-центра 455 855. Василий, на этом у меня вся информация. Тебе слово. Да, Агафья, спасибо. Рисунки юных айхальских художников, между тем, напечатали в корпоративной газете «Вестник Алроса». В новогоднем декабрьском номере работы ребят украсили не только обложку, но и календарь на 2021 год. Воспитанники детской школы искусств изобразили северную природу, лесных жителей и якутян. Оксана Мезенцева с подробностями. Корпоративная газета «Вестник Алроса» каждый месяц поступает в подразделение компании. Почитать это печатное издание может любой желающий. Например, тираж этого декабрьского номера 7000 экземпляров. В выпуске рассказывается об основных итогах работы Алроса в 2020 году, а вот обложку номера украсил рисунок юного айхальца. Автор работы – воспитанник детской школы искусств Амирхан Базарбаев. На мольберте в школе работу увидели воочию. Рисунок на бумаге будто переносит нас в один из вечеров в рабочем поселке. В окнах домов горит свет, люди возвращаются с работы. Яркая гирлянда создает новогоднее настроение. А рабочая вахтовка ожидает очередную смену. Я в этом поселке родился, у меня папа тут работает. Часто видя, как он на той самой машине едет, и как-то в памяти отложилось. Напечатали в декабрьском выпуске и другие работы воспитанников детской школы искусств. 6 рисунков украсили календарь 2021 года. Ребята изображали северную природу, животных и Рождество в Анголе. Очень порадовало, что работы наших детей разместили не только на обложке, но и оформили полностью весь календарь. И таким образом люди смогут повесить календарь у себя где-то на стене, на холодильнике, и любоваться этими рисунками весь год. Рисунки воспитанников Айхальской школы искусств публиковали в Вестнике Алроса и в 2019 году. Тогда обложку также декабрьского выпуска украсил рисунок Валерии Шаховой. Юная художница изобразила северное сияние, животных и природу. Отдельный разворот украсили 22 рисунка. Мы не искали лучший, образцовый, самый красивый, идеальный рисунок. Таких понятий в искусстве вообще нет. Мы хотели на обложку зимнюю историю. Работы ребят из школы искусств Айхала покорили нас своим мастерством, интересными техниками, разнообразием сюжетов. Дети растут в таком суровом крае, а в их работах столько красоты и радости. Я считаю, что благодаря рисункам детей наши новогодние номера могут быть коллекционными.
Работа Екатерины Пушириной тоже попала в новогодний выпуск. Ее рисунок стал частью календаря. Юная художница писала в технике Ван Гога отдельными мазками. Поэтому рисунок пощупать приятно, рельефный. На следующей обложке, хотелось бы поучаствовать, но нужно стараться. А может быть, когда-нибудь, попаду. Отделение изобразительного искусства в Айхале посещают 80 ребят. Воспитанники школы – победители всероссийских и международных конкурсов. Обучают детей 3 педагога. На изобразительном отделении открыт набор на платные занятия. Рисовать научат всех желающих в возрасте от 13 лет. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Теперь о погоде в крупных городах Якутии. Снова похолодание, но на выходных синоптики прогнозируют теплую погоду. А сегодня в Алдане днем минус 27 градусов. Переменная облачность, ветер 2 метра в секунду. Вечером обещают минус 32, а ночью минус 34. В Ленске также минус 27, без осадков, солнечно, ветер 3 метра в секунду. Вечером и ночью одинаково, минус 33 градуса. В соседнем Мирном минус 29 градусов, ясно, ветер 3 метра в секунду. Вечером минус 34, а ночью столбик термометра опустится до отметки в минус 35 по Цельсию. Похолодание не обошло и стороной и Нерюнгри, там минус 26, переменная облачность, ветер снова 4 метра в секунду, вечером минус 31, а ночью и вовсе минус 37 градусов. И о погоде в столице. Якутск минус 28, переменная облачность, ночью температура опустится до минус 36. Ветер 1 метр в секунду, влажность 62%, давление 764 миллиметра ртутного столба. К этой минуте у нас все. Спасибо, что это время оставались с нами. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Всего вам доброго и до свидания.